После Октябрьского переворота 1917 года новая красная власть стала настоящим бедствием для жителей Крыма. Под предлогом классовой борьбы начались массовые экзекуции как против врангелевских офицеров, так и против коренного населения крымских татар. За период с 1920 по 1921 годы было уничтожено свыше 120 тысяч человек. Это при том, что в этот период в Крыму проживало всего 800 тысяч населения. Но впереди Крым ждала еще одна трагедия – искусственный голод. Причиной крымской катастрофы 1921 года не были ни засуха, ни нашествие саранчи, никакие другие природные катаклизмы. Причина была в безграмотных большевиках, захвативших власть. Именно эта власть и подала завышенные статистические данные о том, что в Крыму собрано 9 миллионов пудов хлеба, в то время как на самом деле в 1921 году уродилось только 2 миллиона. Учитывая, что на тот момент население полуострова составляло 680 тысяч человек и на одного человека в год приходилось по 50 килограмм пшеницы, то возможность пережить голод была. Но ориентируясь на завышенные данные, Народный комитет продовольствия РСФСР определил для Крыма в голодном 1922 году предналог в 1,2 миллиона пудов, причем запретив засеивать поля до тех пор, пока этот налог не будет внесен. Это была настоящая катастрофа. Кроме того, началось насильственное изымание хлеба у крестьян, причем с применением политики заложничества. В случае невыполнения установленного плана заложников расстреливали. Эту практику санкционировал сам вождь пролетариата Ленин. Первыми почувствовали наступление голода крестьяне, проживавшие в Горном Крыму. Уже в ноябре 1922 года здесь были зафиксированы первые смертные случаи от голода, а уже в декабре этого года, по архивным данным, погибло около 1500 человек, преимущественно крымские татары. Со стороны местных властей не последовало никакой реакции. Напротив, они увлеклись начавшейся еще осенью кампанией помощи голодающим по Волжье и вывозили из голодного Крыма продовольствие. Более того, из Москвы поступило распоряжение принять в Крыму голодающих из Поволжья. Но в декабре голод охватил все города и степную часть Крыма. Под угрозой голодной смерти находилось 207 тысяч крымчан. Обращение крымчан в Центр о катастрофической ситуации в Крыму проигнорировали и только спустя год признали некоторые районы Крыма неурожайными. С января по апрель 1922 года бедствие приняло угрожающий оборот. Население Крыма сократилось более чем на 53%. Люди умирали целыми деревнями и селами. Отметим, что статистика тех лет была далека от объективности. Пик голода пришелся на март 1922 года. Люди были предоставлены сами себе. Начались повсеместные грабежи, убийства и мошенничество. На полуострове разразилась эпидемия тифа. Трупы умерших от голода валялись прямо на улицах. Люди доходили до отчаяния, и чтобы не умереть от голода, питались падалью, воловьей и овечьей кожей. В городах не осталось ни одной собаки и кошки. Больницы были переполнены голодающими, которые умирали от истощения. В Карасу-Базаре ежедневно регистрировали 25-30 смертельных случаев. Комитеты помощи голодающим работали слабо и не могли оказывать посильной помощи. Если в городах еще были заметны кое-какие признаки помощи, то в деревнях голодающие были оставлены на произвол судьбы. В мае 1922 года была проведена приблизительная статистика, согласно которой в Крыму от голода погибло более 400 тысяч человек, то есть более 60% всего крымского населения. Погибло от голода более 75 тысяч человек, в том числе больше 50 тысяч крымских татар. К августу численность умирающих достигла 85 тысяч человек. Наиболее пострадали весь Ялтинский округ, районы Евпаторийский, Судакский, Карасу-Базарский, Коккосский, Бахчисарайский, Балаклавский, где голодало почти все население.
Благодаря усилиям Крым ЦК Помгол были организованы добровольные пожертвования из Грузии, Азербайджана, привлечены американская административная помощь АРА, Международное общество Верельф, еврейский Джойнт, миссия Фритьофа Нансена, Папы Римского, голландская, итальянская, турецкая Красного полумесяца, немецкие меннониты, зарубежные татары, мусульманские благотворительные общества и так далее. Национальные общины крымских татар, караимов и евреев с разрешением Крым ЦК Помгола совершали закупки и получали продовольствие от благотворительных организаций в Стамбуле. Мощное содействие мирового сообщества помогло сбить накал трагедии.